Золото и серебро ценились на протяжении всей истории человечества не только из-за их красоты и редкости, но и из-за их экономической значимости. В исламе существуют особые правила и рекомендации, связанные с их использованием, которые глубоко укоренились в Священном Коране и хадисах посланников Всевышнего, да благословит Аллах и приветствует. Далее мы по воле Всевышнего разберем вопросы касательно купли-продажи золота и серебра, выплата заката с них, ношения украшений из этих благородных металлов и другое. Какой минимальный размер заката золота и серебра? Бисмилляхи рахмани рахим. Если у мусульманина есть 595 грамм серебра или же 85 грамм золота, и с тех пор, как он стал владельцем этого имущества, прошел год, то он выплачивает 2,5% заката. Раньше использовали динары и дирхамы, как мы сегодня используем денежные современные средства. Из-за этого, поскольку мы сегодня уже не пользуемся ни золотом, ни серебром, мы уже выплачиваем стоимость серебра или золота. Поскольку серебро в разы подешевело по сравнению с золотом, нисаб, то есть минимальное количество, достигается раньше серебром. И если у человека есть 60 тысяч рублей, то есть скажем, на начало 2025 года, если у него есть 60 тысяч рублей, то он за эту сумму может купить нисаб серебра, 595 грамм серебра. Следовательно, уже на него возлагается закат, если уже прошел год. То есть, если у человека есть 60 тысяч рублей и прошел год, то он с этой суммы выплачивает 2,5%. Можно ли использовать золото и серебро в качестве украшений? Что касается украшений, то золотые и серебряные изделия можно использовать для женщины в любом виде, в любом количестве. То есть, будь то цепочка, кольцо, серьги и так далее. Что касается мужчины, то ему дозволено использовать серебряное кольцо, а также дозволено небольшое количество серебра добавлять в изделия. Например, будь то там очки, или же ручка, или же другое изделие. Если там небольшое количество серебра добавлено, то для мужчины это дозволено. А много ли или мало, это определяется, как принято в этом обществе. То есть, если в этом обществе считается, что это небольшое количество, то это дозволено. Яхья Нуруддин Аль-Амрити говорит аля риджали, когда он перечисляет, что запрещено носить мужчине и что дозволено, он говорит аля риджали яхрумул хариру ваджаза ан юкса бихил сагиру. Мужчинам запрещено одевать шелковые изделия, однако несовершеннолетний ребенок, то есть если он не достиг совершеннолетия, то ему дозволено одевать шелковую одежду. وَمِثْلُهُ الْإِبْرَيْسَمُ الْمُرَكَّبُ إِنْ كَانَ وَزْنًا يَغْلِبُ. Также, если это ибрейсам это изделие, где большинство, то есть большая часть состоит из шелка. И далее он продолжает: «Вакаль харири лубсу хатами захаб». Также, как и запрещено ему одевать шелковую одежду, также ему запрещено золотое кольцо. Здесь подразумевается золотые изделия как таковые для мужчины. «Вакуллю зака линнисаи мустахаб». А все это для женщин является желательным. То есть женщине дозволено одевать золотые украшения, серебряные украшения, шелковые одеяния. А для мужчины все это запрещено, кроме серебряного кольца. А далее шейх Амрити продолжает: «Вама даат лаху даруратун любис». Если есть необходимость, допустим, если человек болеет, и ему врачи говорят, что тебе надо, допустим, носить шелковую одежду, допустим, человеку, у которого чесотка, то ему дозволяется шелковая одежда. Можно ли использовать золото и серебро для украшения дома? Что касается золотых и серебряных изделий, будь то тарелки,
ваза, ложка, вилка и так далее. Все это запрещено пользоваться, допустим, непосредственно использовать для еды и так далее. Или же просто ставить дома для украшения. А что касается других металлов, даже если они дороже золота и серебра, даже если они бриллиантовые, то все это дозволено использовать в любых целях. Также шейх Яхья Нур аль-Эмрити говорит: «Ваджаза ан тустамал аль-авани ва ин такун мин анфасил а'яни». Дозволено использовать изделия, даже если они из самых драгоценных металлов. «Илля минан нагдайни фахкум фил ина бихурмати истиамалихи вал ихтина». Кроме золота и серебра, то относительно золота и серебра есть запрет у нас в исламе. Бихурмати истиамалихи вал ихтина. Что касается также пользоваться, и ихтина это унья, то есть для украшения и так далее. لا ضبة من فضة صغيرة في العرف أو لحاجة كبيرة. Кроме небольшой пайки серебряной. То есть, если, допустим, какое-то изделие, будь то кувшин, кружка, тарелка и так далее, если там немного добавлено серебра, то это дозволено. Правила купли-продажи золота и серебра. У нас в исламе есть два вида товара, которые относятся к рибави. Рибави – это товары, на которые распространяется правило риба. Это еда и золото и серебро. Когда человек продает золотое изделие за золотое изделие, то есть это в шариате называется продажа, но у нас это принято говорить как обмен или же бартер. Если человек меняет золотое изделие на золотое изделие, то там есть условия. Первое условие, чтобы они были равны по весу. То есть ты не можешь, допустим, 100 грамм чистого золота обменять на 200 грамм нечистого золота. То есть у них вес должен быть равный. Также сделка должна быть наличной, то есть на месте. И также обе стороны должны забрать свой товар на месте. Если это серебро на золото, то можно, допустим, сколько угодно, чтобы была разница, например, килограмм золота за 10 килограмм серебра, но главное условие, чтобы сделка была наличной и чтобы у них обмен был на месте. То же самое касается и, например, денежных средств. Если ты покупаешь золото и серебро, то условием является, чтобы ты на месте рассчитался. То же самое касается и еды. Шейх Яхья Нур аль-Эмрити говорит: «Бэ'у та'ами бит-та'ами юштарат лау тасави ин якун джинсан факат». Когда еда продается за еду, то там условие, чтобы они были равны по весу, если это одного вида еда. Например, если ты килограмм яблок меняешь на килограмм яблок, то есть продаешь за килограмм яблок, то они должны быть равным по весу. То есть ты не можешь хороший сорт, допустим, одного вида еды обменять на такого же вида, только за больший вид, например, килограмм хороших фиников или яблок за 2 килограмма, которые сортом ниже. То есть это запрещено. Если же это, например, разные виды, еда разного вида, например, килограмм яблок, то ты можешь там на финики, на другую еду в любом количестве, в любом объеме. То есть там как с золотом и серебром, главное, чтобы сделка была наличной. كذلك шейх продолжает: كذلك الحلول والمقابضة حقيقة في مجلس المعاوضة. Также сделка должна быть наличной и должна быть взаимная передача на месте. ولا يجوز مطلقا إلى أجل. И абсолютно, то есть даже если они равны по весу, ты не имеешь права их продавать в рассрочку. وكالطعام في جميع ما عرف نقد بنقد جنسه أو مختلف. И то же самое, что касается еды, касается золота и серебра. Итак, подводя итоги, когда золото продается за золото, то есть обменивается, или же, например, за деньги, то там первое условие, как мы сказали, если золото на золото, то они должны быть равны по весу. Если же это за деньги, то это должно быть, сделка должна быть наличной. Также, если это за серебро, то разница может быть в весе, но главное, чтобы сделка была наличной. Альхамдулиллахи раббил аламин.